года об этом говорили с трибуны, что это ненужная организация, ее нужно ликвидировать. Ее ликвидировали. Ликвидировали в тот момент, когда население обнищало, когда оружие ходит похлеще по рынкам, чем продукты, когда из мест лишения свободы выходят досрочно люди, которые преступление сделали своей профессией. Это не, это факт. И в этот момент принимается решение, что давайте разгоним УГОП. Я взял листик из статистики УГОП. Тут, собственно, смотреть не надо. Нули. Нули по группам, по городу Киеву, по направленным в суд. А ведь не секрет ни для кого, что квартирные кражи, качественные квартирные кражи, барсеточники, карманники, как правило, это не единичные ребята, которые работают, это классно организованные преступные группировки со своей иерархией, с распределением ролей. Это не на один раз люди сбежались. И автомобильные угоны я тоже сюда добавляю. Автомобильные угоны, вы сами знаете, что сейчас даже со стоянок начали воровать машины. Когда такое было, вспомните просто. Итак, нули по раскрытию оргпреступности. В 2015 году, кстати, в 2015 году министр внутренних дел ликвидирует понятие показателей работы милиции. Раньше их было много разных, основные из них были выявлено, предъявлено обвинение, выставлена форма 4 так называемая, тогда еще, предъявлено обвинение, отдельно шли задержанные и арестованные, отдельно направленные в суд, но для милиции основное было это раскрываемость. Раскрываемость это, как правило, соотношение было выявленных всего и предъявлено обвинений. Отдельно шли коррупционные преступления, отдельно шли преступления в сфере экономики. Обязательно обращали внимание на раскрываемость особо тяжких против личности. Умышленное убийство не раскрытое, это на добрых 1,5-2 года для любого начальника милиции и прокурора была системная беда, если, не дай бог, преступление не раскрывалось. Сейчас цифры звучат так. За 2015 год 66 тысяч преступлений учтено. Министр внутренних дел отказался от отчетности. Больше нет показателей у полиции. Им не за что отчитываться. Единственным показателем объявлено доверие общества. Я не знаю, как учитывать по цифрам доверие общества. Если пользоваться Фейсбуком, это один вид доверия общества. Подписчики, лайки и так далее. Если же пользоваться реальной криминогенной обстановкой, это совершенно другое. На мой взгляд, почему был отказ от показателей в работе милиции? Да потому что они падают сумасшедшими темпами. Даже то, что фиксирует прокурорская служба, которая сейчас ведет ЕРДР, скажем так, эта фиксация тоже происходит с очень серьезными погрешностями. Даже эта, скажем так, благожелательная фиксация показывает, что все в плане защиты прав людей, оно разрушено. И такова, что тяжкие и особо тяжкие преступления составляют больше трети среди всех преступлений, которые учтены. То есть представьте себе, больше 20 тысяч это тяжкие и особо тяжкие. Рост этой категории преступлений, опять же, на треть. На 25% средние тяжести увеличились. При этом увеличивается преступление, они, может быть, хотя, собственно, это тоже уголовная преступность, на почве ксенофобии. В этом нам добросовестно помогают различные, скажем так, заангажированные средства массовой информации и, собственно, вообще все, что происходит в стране. Против собственности на четверть. И против собственности преступления составляют сейчас около 65%. При этом разбоев совершено на 15% больше. На самом деле это очень серьезные цифры, потому что фактически я думаю, что разбоев совершено не на 15%. Просто ради статистики можно квалифицировать в компьютере настоящий разбой, скажем так, как грабеж. Это несколько легче форма преступления, она не связана с применением
оружие там, или с причинением опасности какой-то для жизни. Касательно того, о чем говорил, на мой взгляд, это страшные цифры. В 1200 случаях по фактам смерти и пропажи лиц вообще не приняты процессуальные решения. Из них 200 это умышленные убийства в условиях очевидности и покушения на них. 40 тяжкие телесные. Ну, как бы теперь правильно это подытожить? Если бы такие цифры на итоговой коллегии прозвучали там, несколько лет назад там, в Генеральной прокуратуре или в МВД, прокурор Киева, начальник милиции Киева, все его замы, равно как и замы прокурора по надзору за правоохранительными органами, вылетели бы со своих должностей, ну, знаете, они бы даже, наверное, на коллегии не поехали. Это говорит о том, что работа по координации преступлений не проводится. По координации борьбы с преступностью не проводится. Работа по раскрытию преступлений не проводится, она неинтересна. Из 60 тысяч выявленных или зарегистрированных в этом году, из 66, в суд направили 5. Ну, что еще говорить, о чем еще говорить?